от слова – одно из средств узнавания хорошего, говорил Лев Толстой. Есть такие произведения искусства, которые как стрела попадают точно в цель, в самое сердце. На сцене заслуженная артистка Республики Татарстан, лауреат премии «Алтын Барс» Ландыш Никматжанова. Встречайте. Салям, салям. Уважаемые гости, я еще раз напоминаю о том, что для вас поаплодировать ничего не стоит, а артистам это приятно. Ландыш, это тебе. Любовь к природе у Льва Толстого неразделима с природой человека. Люди как реки. Вода во всех одинаковая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских. На сцене лауреат международных фестивалей, солистка группы «Казань World» Юлия Нагаева. Друзья, мы ждем ваших аплодисментов. Юлия, прошу. Она отказывается выходить, потому что очень слабо аплодирует. Очень слабо. Юлия, слышим громко тебе аплодирует.
Симонов Бикзур Ахмед. Спасибо большое. Дорогие участники, а сейчас вопрос вам. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто читал хотя бы одно произведение Льва Толстого. Поднимите. Поднимите. Второй этаж. Вы где? Вы где? Отлично. А сейчас, я так вот примерно запомнил, кто поднимал руки. А сейчас, будьте так добры, как только я вам скажу 3, 2, 1, громко выкрикните название произведения, которое вы читали. Давайте. 3, 2, 1. О, вы слышали, да? Вот так вот прям эхом пронеслось. О, мир! Сколько томов «Войны и мир» вы прочли? 4. Слушайте, это очень здорово. А сейчас, внимание, вопрос на засыпку. Я не говорю, что нужно прямо сейчас на него отвечать, но я его задам, уйду со сцены, а потом поднимусь и спрошу. Внимание! Из какого произведения Льва Толстого эта фраза? Деятельность нравственная составляет высшее призвание человека. И не важно, кто ты по национальности, если твои помыслы чисты. Это вот была цитата. А сейчас это уже от меня. На сцене гость из Азербайджана, участник проектов «Новая волна» и «Голос» на Первом канале Эмиль Кадыров. Вначале поаплодируйте, а потом вспоминайте. Эмиль Кадыров на этой сцене. Осталась яркая вспышка в лунной тишине. Минус поднимите, пожалуйста. Лето в стране, где рассветы, я по тебе раскатаю твой ответ на твой простой. Знаю, что иду и потеряю, но дороги выбираю снова те, что будут каждый домой. Глубина и красота, и обрывья надежды разреши, что снова день придет когда, а всех сомнений мы с тобой убежим, с тобой мы убежим, и будем вместе. В стране, где рассветы, я в порыве ветра угадаю твой ответ на твой простой. Знаю, что иду и потеряю, но дороги выбираю снова те, что будут каждый за тобой. В стране, где рассветы, я в порыве ветра угадаю твой ответ на твой простой. Знаю, что найду и потеряю, но дороги выбираю снова те, что будут каждый за тобой. Спасибо. Тебе большое спасибо. Мы выражаем этими громкими аплодисментами Эмиль Кадыров. Ну что, подумали? Так, вот смотрите, вот там. Ага, вы гуглили, я смотрю, да? Ну да, без этого никак. Откуда эта цитата? Это собрание сочинений о том, что называть искусством. Так, еще есть у кого-то варианты? Хаджи Мурат, вот здесь вот говорят. Друзья, расслабьтесь. Это он сказал своей жене во время сенокоса. Поэтому здесь нет какой-то там, знаете, никакого произведения. Это просто цитата, когда вот они вдвоем убирали.
Пьянка Киттелярда убирали, и он так: «А знаешь, дорогая», и произнес эту фразу. Но все равно спасибо за то, что вы старались, вам, и вообще всем тем, кто проявил усердие. Можете громко поаплодировать. Браво! Мы продолжаем. Истинное и прочное соединение мужчины и женщины только в духовном общении. Взаимопонимание и искренние чувства – самые дорогие подарки, которые мы должны дарить друг другу, ведь это основа крепкой семьи. Мы рады приветствовать лауреата международных конкурсов и фестивалей Гузель Ахмадееву. Дорогие друзья, Гузель Ахмадеева ждет, когда вы ее поприветствуете. Прошу, Гузель, сцена твоя, пожалуйста.